Дмитрий Зурабович, здравствуйте. Я у вас в кабинете Центральной избирательной комиссии с одним единственным вопросом. Можно ли выносить на референдум вопрос о передаче территории и объектов Пицунской госдачи ФСО Российской Федерации? Дело в том, что в обществе нет такого мнения по поводу того, нужно передавать или нет данную госдачу. Вот. Вопрос стоит о том, в какой форме передать. Вот. А что касается территориальных целостностей нашей республики, то это в законе о референдуме четко прописано, что такого рода вопросы, они не обсуждаются, они не подлежат обсуждению. Вот, и это противоречит Конституции. Что касается данного соглашения, здесь четко прописано, что территория передается в аренду на 49 лет. Вот. А что касается объектов на этой территории, сегодня этот вопрос находится в Народном собрании. Вот, и парламент, в компетенции парламента этот вопрос решить. Вот. Насколько нам известно и общественности известно, парламент обращался в Конституционный суд для того, чтобы на предмет соответствия данного соглашения Конституции Республики Абхазия. Вот. Ведомство Конституционного суда ответили о том, чтобы парламентарии они обратили внимание на конкретные пункты, которые нужно проверить на предмет соответствия. Вот. А также, чтобы они указали свое видение данных статей, в какой формулировке это надо проверить. Вот. Я считаю, что раз парламент обратился в Конституционный суд, и общественность об этом знала, вот, и общественность ждала ответ Конституционного суда, вот, но мы сегодня знаем, что есть рекомендации ведомства Конституционного суда о том, что нужно указать, какие пункты нужно растолковать, и определение самого парламента. Вот. Таким путем, я думаю, нужно пойти для того, чтобы снять напряжение в обществе, потому что наши народные избранники, они, ссылаясь на мнение народа, они представляют интересы нашей страны в Народном собрании. Поэтому, раз у самих парламентариев были такого рода вопросы, чтобы их растолковать в Конституционном суде на предмет соответствия Конституции, тогда и у простых граждан возникает вопрос о том, чтобы компетентные органы дали свое заключение. Вот. А что касается того, что парламент должен поставить точку, да, ратификация, она проходит эту процедуру именно в Народном собрании, но я думаю, что раз парламент пошел по такому пути, обратившись в Конституционный суд, им нужно получить заключение Конституционного суда, а также парламенту нужно свое определение данного вопроса вынести. Это мое мнение.